Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто сегодня думал о вас? Кто этот человек, либо кто эти люди? Никого не загадывайте, песочек все покажется. Просто загадайте на себя. Пусть высшие силы дадут мне возможность ответить на все ваши вопросы. И пусть все тайное станет явным. Так, ну тут явно не один человек. Мои дорогие, отсыпка общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужое к себе не принимайте, но и свое не пропускайте. Смотрите, показываю человека, который преисполнен чувством вины перед вами. То есть человек либо перед вами конкретно провинился, либо человека мучает совесть, потому что человек вам мог что-то пообещать, но это не сделал. Вот как-то так идет. Да? У кого-то отыграется, что прям виноват, там все понятно и без слов, а у кого-то, что чувство вины, потому что что-то обещал и не сделал. Этот человек себя сегодня утешал такими мыслями, что вы очень добрая, что вы очень хорошая, что вы милосердная, что вы не умеете долго злиться, что если вас сильно попросить, да, то вы простите, либо если вот по-настоящему раскаяться, то вы обязательно простите. Вот человек вспоминал ваши добрые глаза, вашу добрую улыбку. И, возможно, я так понимаю, что эта ситуация не в первый раз происходит. Ну, допустим, вы замужем, да, ваш муж накосячил, вы теперь с ним не разговариваете, и он такой думает, блин, надо что-то решать, надо что-то делать. Вот если прийти, там, на колени упасть, там, купить цветы, какой-то подарок, чистосердечно раскаяться, просить прощения, моя жена добрая, она меня простит. Либо это человек, с кем у вас случилась ситуация, не в первый раз, наверное, что человек пообещал, но не сделал. Да? И человек понимает, что вы ждете, и понимает, что вы спросите. И вот человек думает, ну она же добрая, да, вот скажу как есть, там, что забыл, не успел, там еще что-то. И она точно простит. То есть человек переживает, он думает об этом, но и в то же время человек сам себя утешает, успокаивает, что вы добрая, что вы понимающая, прощающая, и все поймете и простите. Ну вот так, кто-то виноват перед вами. Дальше, мои хорошие, показывают кого-то, кто очень далеко, кто сейчас себе, ну, буквально локти кусает. Человек, ну, вас разделяет и время, и пространство, прям сильно далеко от вас находится. Почему-то вообще идет такое, как другая страна даже, наверное, да, другая страна. То ли вы в другую страну уехали, то ли он в другую страну уехал. Но между вами прям время и пространство. То есть это не событие там вчерашнего дня, это произошло уже давно. Прям конкретно давно. И там, где этот человек находится, ситуация настолько стала тяжелой, настолько все осложнилось, что человек кусает себе локти. А вы ведь этого человека не раз звали и просили уехать, да, либо к вам приехать, либо в принципе уехать. Вы этому человеку буквально говорили, что если ты останешься, то будет плохо, либо ты пожалеешь, что ты остался, что нет ничего такого, чтобы стоило, чтобы здесь остаться. А человек отмахивался и говорил, да все, у меня будет хорошо, да ты ничего не знаешь, ты ничего не понимаешь. Типа, я сам себе там помогу, да, не надо меня уговаривать, там, типа, я взрослая. Смотрите, это может быть и мужчина, и женщина. Например, там, не знаю, подружка ваша, да, либо родственница, либо кто-то из родственников мужчина. А может быть, мужчина, с кем у вас были отношения. Вот человек сейчас себе кусает локти, потому что дороги нет, да, и нужно буквально волочить какое-то ужасное существование. И еще почему-то мне идет как какие-то риски, какая-то опасность, какая-то такая нездоровая среда обитания. Да? Вот все очень плохо стало. Да? Вы предупреждали, вы хотели по-хорошему, вы хотели помочь,
вас никто не услышал, еще, наверное, вас там, ну, мягко послали, грубо говоря, там, типа, не лезь в мою жизнь, я сам знаю, что делать, я сама знаю, что делать. А теперь человек кусает локти. И человек буквально нет никаких претензий к вам, претензий только лишь к самому себе, к самой себе, что вот какой же я был глупый, либо какой же я была глупой, и вот почему я не послушал, не послушала, да, вот как оно все обернулось. И у человека такое, знаете, состояние, он как загнанный мне идет, человек в углу, да, сидит, забился в угол, и вот выхода нет, все, выхода нет. Могло бы быть все иначе, но по глупости не послушала, а теперь вот все, да, пинай на себя, либо выживай как хочешь. И еще я вижу, что этот человек навряд ли будет вам говорить о своем состоянии, чтобы вас не расстраивать, и человеку вот банально очень стыдно. Стыдно признавать, что человек попал в такую нелицеприятную ситуацию, хотя мог жить неплохо, да, если бы послушал вас. То есть, ну тут со всех сторон подпираю, да. С одной стороны плохо, с другой стороны не могу пожаловаться, с третьей ничего не могу поделать, да. Вот как круг сомкнулся. Вот. Болезненное такое состояние, перевозбужденная нервная система. И вот как, знаете, выхода нет, ничего не поделаешь, жди, терпи, надейся. Вот как-то так, такие мысли крутятся в голове у этого человека. А также вижу, что к вам, у этого человека поменялось, вот если бы ситуация повторилась сейчас, то человек бы просто вот закрытыми глазами пошел бы за вами куда угодно. То есть к вам вот абсолютное доверие, вера в вас, вера в то, что вы знаете, видите и говорите. Да? Вот закрою глаза и пойду с тобой куда угодно, потому что я тебе абсолютно верю и абсолютно доверяю. Ну, вот как-то так мне идет. Дальше показывают мужчину и женщину, которые на якоре катаются. Мужчина с одной стороны и женщина с другой стороны. Вот он якорь, и они катаются. Якорь раскачивается. Это пара, скорее всего. Либо это, ну, такое сочетание, как мама и сын, да, допустим. Да? Либо ваш бывший, его нынешняя пассия, либо, в принципе, какие-то муж с женой. В общем, у них там раскачивается их стабильность. Стабильность, я так понимаю, у них была условная. В стабильные отношения они играют на показ. Ну, типа там выходят вместе под ручку, такие прям семья-семья. Люди, которым даже могут завидовать, их могут ставить в пример. Ну, типа они такая семья хорошая. А по факту дома, за закрытыми дверями, там вот эта вот качка происходит, да? И качка там не детская. Они, как кошка с собакой, как вода и пламя, понимаете, там прям все шипит, дымит и пенится. И вы спросите, при чем тут я? А я вам скажу, при чем здесь вы. Женщина винит вас в том, что у них вот такая сложная ситуация в отношениях. А мужчина себя ругает, что он выбрал не с вами быть, а именно с этой женщиной. То есть понимаете, насколько у них разные отношения к вам. И, скорее всего, у них была сегодня очередная драма, ссора, очередной какой-то, не знаю, спарринг. Там какие-то баталии происходили. И вот они, возможно, упоминали ваше имя. Но мужчина упоминал, что вот я такой дурак, выбрал не ту женщину. Либо там послушал маму и отказался от любимой женщины. А женщина упоминала, что все их беды типа якобы из-за вас. Что вы какая-то страшная ведьма, которая наложили страшное проклятие на их семью, на их отношения. И вот они теперь ругаются. Ну вот как-то так идет. Но качка там, конечно, дай Боже. Насколько хватит этих людей, как долго еще такое будет продолжаться, я не могу сказать. С другой стороны, все, что не делается, делается к лучшему. Если действительно у мужчины такая вот прям мама ревнивая, еще и командир в юбке, ну, слава богу, что вы не в этой семье, да, слава богу, что вы всего этого не видите, во всем этом не участвуете. Но она бы точно вам нормально жить не дала. Если это бывшая его, ну, типа женщина, да, жена или кто она ему там, подруга жизни, сожительница, то мужчина сам по себе такой, да, провокатор. И мужчина
приспособленец, да, вот он не любовь ищет, а ищет вот лучшее место, лучшую жизнь. То есть счастливы бы вы все равно не были. Да? Он вообще какой-то в душе, вернее, предатель. Поэтому слава Богу, что вы не вместе. Это невелика потеря. Наоборот, это что беда отошла, да, можно так сказать. Ну вот поминали ваше имя, в суе поминали, но что есть, то есть. Я вам рассказываю. Так, еще показывают женщину. Женщина, у нее такие мысли, что вы такая хорошая, что вы такая добрая, что вы такой светлый человечек, прям думает о вас и улыбается, и прям изнутри согревается. Возможно, вы эту женщину чем-то выручили, вы этой женщине чем-то помогли, произвели на нее какое-то вот такое прекрасное, неизгладимое впечатление. Вот она о вас и думала целый день, и даже с кем-то успела поговорить по поводу вас. Скорее всего, говорила с кем-то, кто вас либо плохо знает, либо вовсе не знает. Она вас так разрекламировала. Ни одна реклама не сможет, да, это повторить. Там просто было что-то с чем-то. Вас описали как какую-то небожительницу, богиню добра, любви и всего на свете. Там просто такую корону на вас одели. Если бы вы увидели, вы бы ахнули, честно. Но вот эта женщина, которая о вас рассказывала, которая с добром думает о вас, вот она как будто бы, ну вот влюбилась в вас, да, ну не влюбилась как в любовном, интимном плане, а именно вот вы прям в сердце так попали, угодили. Вы как тот прекрасный образ, к которому сама эта женщина стремится, да. Вот ей хочется быть такой, а вы уже такая, да? Либо она вас сама наделила этими качествами. Но мне почему-то кажется, что да, вы действительно очень хороший и добрый человек. Помогли, подсказали, что-то для нее сделали. Может быть, вы не были сильно близки, да, что вот сказать, она же моя подруга, она должна, либо она же моя родственница, она должна. Нет, тут больше похоже на какое-то поверхностное знакомство, поверхностное общение. И тут вы с каким-то добром к этой женщине, она там перевозбудилась, у нее такие прям чувства к вам. Ну вот, не знаю, может, она добра в жизни не видела, да, бывает такое, люди живут, всю жизнь живут, а добра они не видят. И считают, что мир такой вот опасный, злой, коварный, что человек человеку враг, да. А тут вы со своей добротой. И вот ее это очень сильно потрясло. И я думаю, что эта женщина при следующей встрече, либо не будет ждать следующей встречи, может, там вам в соцсетях напишет, либо в мессенджере, там, не знаю, звонок от нее будет, она вам все это вот прям передаст, да, все свои чувства, эмоции, свое мнение по поводу вас, да, вот какой она вас видит, как ей повезло, что вы появились в ее жизни, либо что вы с ней сблизились, что она вас встретила, да, там, ну, просто что-то такое волшебное идет, очень сладкое, немножко приторное, но, тем не менее, это все про вас. Ваше добро не ушло в воду, да? Как говорят, сделай добро, брось его в воду. Ваше добро в воду не попало. И я думаю, что эта женщина, она не откажется от общения с вами. Наоборот, она будет пытаться ну вот как-то тоже для вас что-то сделать, да, либо каким-то образом вернуть вам это добро, которым вы ей помогли, что бы это ни было. Вот она будет это делать. Может, она будет это даже навязчиво делать. Но у нее такой характер, да, такой уж она человек. Но то, что вы произвели на нее вот такое вау-вау-вау впечатление, это 100%. И вот она вас уже отрекламировала. И я так понимаю, что и дальше она будет вас рекламировать. И скоро, наверное, весь город, ну, либо хотя бы полгорода, где вы живете, будет о вас знать. И даже, как, знаете, не зная вас лично, зная только лишь заочно, да, люди будут вами восхищаться. То есть она прям очень сильно постарается. Если вы специалист, мастер там, маникюра, каких-то других работ, услуг, то эта женщина такую рекламу вам сделает, что к вам даже, наверное, с соседних городов и даже, наверное, с соседних стран люди потянутся. Ну, потому что ей очень понравилось. Человек она общительный, человек она такой, знаете, эмоциональный, умеет произвести впечатление, и она вас прямо расхвалит по всему миру, да, и к вам люди прямо ринут толпой, и вы будете в шоке, но с другой стороны, почему бы и нет, да, если все так совпало.
вы хорошо сделали свою работу, ей все понравилось, она человек контактный, общительный, знает много людей. Ну, то есть пойдут, да, поток пойдет. Ну, я вас поздравляю. Теперь вы становитесь известны, вы становитесь популярны благодаря одному доброму делу. Так, еще. Сегодня о вас думал некий мужчина, который вас видел всего лишь несколько раз в жизни. Несколько раз. Возможно, как-то так случилось, что вы и не знакомы, но вы просто где-то вот несколько раз встречались. У кого-то отыграется, что вы очень поверхностно знакомы, да? Но вот он о вас сегодня думал, он какой-то женщиной был, может, даже не с одной. И вот он смотрел на них, слушал их и думал о вас. А возможно, он пришел так внезапно к выводу, что вот мне не интересно с этими женщинами, а вот интересно с вами, да, либо интересно там про вас что-то узнать, кто вы, чем занимаетесь, как живете, есть ли кто-то с вами, да, рядом. Какие-то такие, вот знаете, как ностальгические нотки. Хоть у вас и ничего не было, но он уже по вам скучает. Вот, и ему явно вас не хватает. Он думал о вас, он думал, как бы вас разыскать, либо как бы с вами сблизиться, как подойти, что сказать. То есть там этим женщинам, они там что-то ля-ля-ля-ля, тополя. Вот, а он прям совсем абстрагировался и мыслями ушел вот именно в рассуждение по поводу вас. Да? Что делать, как подойти, что предложить, с чего начать, стоит ли, надо узнать, нужно ли, да, что у вас там муж есть, да, и он тут припрется. Вот. Ну, какие-то такие у него были мысли. Вы явно его зацепили. Чем, он и сам не знает, но явно зацепили. И, ну, прям у него желание вас увидеть, да, услышать, посмотреть в ваши глаза, пообщаться с вами. Вот прям не мог ни на чем концентрироваться, да, вот еще такая мысль идет. Я не могу сконцентрироваться ни на чем и ни на ком, потому что я думаю о вот этой женщине. Может, он даже толком не знает, как вас зовут. А если и знает, то дальше он ничего про вас не знает. И вот вы как видение, наверное, да, прям задели, зацепили красотой, умом, не знаю, чем-то задели, зацепили, энергетикой, возможно, да. И за последнее время, наверное, вы единственная женщина, которая его вот так по-настоящему задела и зацепила. Там, несмотря на то, что его могут окружать какие-то там молодые красавицы модельной внешности, но именно вы. Вот на вас сердце ёкнуло, да, дрогнуло на вас. На тех других женщин, ну да, типа красивые куклы, ну а дальше что, ничего. И не возбуждают, и не привлекают, и просто вот какие-то пустышки, да, вот он так на них смотрит и думает, ерунда, да, мелочь, пустышка, да, вот как-то так у него идет. Ни на чем концентрироваться не может. Может, у него сегодня такое настроение, состояние. Может, вы вчера увиделись, и он все это время о вас думает. Да? Может быть, что-то ему о вас напомнило. То есть, в принципе, тут разные могут быть моменты. Но явно вы его зацепили. И я так понимаю, что очень серьезно и глубоко. Наверное, сами того и не хотели, и не желали, но случилось то, что случилось. Ну а дальше время покажет. На самом деле события показаны вообще на линии судьбы. То есть, да, случайности не случайны, и, возможно, из этого что-то и получится, да, либо что-то из этого выйдет. Пусть не сейчас, но, допустим, со временем. Так, и вот вижу ваши мысли. Вы тоже о ком-то сегодня думали, либо кого-то вспоминали, либо кого-то увидели и прям образ засел у вас в голове. Но больше похоже на воспоминания, либо переживания, либо, в принципе, да, вот, как сказать, человек не посторонний для вас. Смотрите, то, о ком вы думали, либо вспоминали, может, вам вообще кто-то приснился, либо вы увидели. Этот человек тоже думает о вас, но думает о вас не так, как вы о нем. То есть вы думаете там с переживанием, с интересом, с заботой, а человек думает о вас как о холодной ледышке, снежной королеве. Человек считает, что вы не подпускаете к себе, потому что не имеете интереса. Либо что вы никогда конкретно его не подпустите,
потому что потеряли к нему интерес. Я не знаю, что между вами произошло, но человек прям уверен в том, что вы никогда не разрешите ему к вам подойти, либо вы никогда не позволите, чтобы он приблизился. И смотрите, если вы переживаете за этого человека, либо хотели бы поговорить, сделайте первый шаг и сами напишите. Напишите, просто спросите, как дела. Ну, либо смайлик пошлите, не знаю, там, фотографию лайкните. То есть дайте человеку сигнал, что вы готовы к разговору, что разговор возможен, что вы не закрыли все двери на 7 замков. Понимаете, вот это важно. Потому что человек прям категорически уверен, что он вам не нужен, что вы не имеете интереса, что вы его там забыли, либо что его внешность, либо его присутствие вас очень сильно раздражает. Хотя я вижу, что это не так. То есть, может, вы друг друга не поняли. А может, действительно что-то такое произошло, вы уже оттаяли, а человек прям до сих пор уверен, что все, я натворил делов, и теперь я проиграл. То есть как-то дайте понять, либо через кого-то передайте, что вы им интересовались, да? Чтобы у него хоть какая-то надежда появилась, и там, покажите ему зеленый свет, да, чтобы он мог к вам обратиться, либо подойти, либо там, не знаю, созвониться с вами, и чтобы вы могли пообщаться. Так, мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.